Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Шадрина Лена и библиотека Смарт. Мы рады приветствовать вас, и сегодня мы хотели бы рассказать вам немного о змеях. Почему именно о змеях? Потому что 16 июля во всем мире отмечается Международный день змей. А я бы хотела рассказать вам историю этого праздника, но, к сожалению, точных фактов нет. Есть данные, что именно 16 июля в Техасе была основана змеиная ферма. И с тех пор, именно 16 июля, туда приезжает очень много путешественников, и этот день стал основой этого праздника. В этот день ученые, любители и просто люди приковывают свое внимание к этим удивительным животным и пытаются понять, на самом ли деле они такие кровожадные, мистические, загадочные, нужно ли их любить, бояться, и что нужно сделать, чтобы защитить их, для того, чтобы они сохранили свое существование в нашей экосистеме. И сегодня мы вам подготовили небольшую книжную выставку. Я бы хотела рассказать немного о тех фондах, которые имеются в нашей библиотеке. И, конечно же, это Красная книга России. Наверное, вы думаете, что змей не нужно защищать, и в Красной книге нет змей, но это не так. На самом деле очень даже много змей есть, которые являются редкими видами, и нужно их оберегать, защищать и стараться сохранить их численность. Об этом вы можете ознакомиться в вот такой книге, Красной книге России. Также в нашей библиотеке есть замечательная серия «Я слон», «Я белка», «Я бабочка» и, конечно же, «Я змея». Чем интересна эта книга? Во-первых, она богато иллюстрирована. Во-вторых, само животное рассказывает от своего имени. Что оно любит есть, какого роста, веса, о каких повадках, какие повадки имеет и так далее. Эти книги тоже доступны в нашем фонде, вы можете одолжить их на дом. «Подводный мир» от издательства Астар. Эта серия книг замечательна тем, что, скачав приложение Астар на свой телефон, вы можете сделать вот такие красивые картинки, не просто картинками, но и 3D. И попасть в удивительный подводный мир, либо мир космоса, либо мир животных. В этой серии у нас имеется много книг. И, конечно же, художественная литература представлена. Это и Маугли, Гарри Поттер, арабских сказках много удивительных историй про змей. И, конечно, замечательная книга Рикерда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» об единственном животном, которого боятся змеи, это мангусте. Также эта книга у нас имеется в фонде на якутском языке. Приходите к нам в библиотеку, одалживайте книги. Мы выдаем книги на 2 недели. После этого можно продлить, если вы не успели прочитать. Если же в наличии нет книг, которые вы бы хотели прочитать, то их можно одолжить в Литрес. И сегодня я с большой гордостью, с радостью представляю спасителя черепах, замечательного человека, любителя животных, зоолога, ветеринара, резидента научного технопарка. И это Иван Сокольников. Начнем с того, что значит, исторически так сложилось у людей, что когда люди еще жили, первобытные люди в пещерах, жили в шалашах, для них змеи и черепахи это было как угроза. Ну, черепах они ели, конечно, но есть очень огромные черепахи, которые могут человека укусить очень сильно. Также змеи. У людей, у большинства, вот я уверен, что у 90% людей, у них на генетическом уровне заложено, что что-то ползет, что-то как веревка, все, надо кричать, убегать, там, скакать там, на стол, там, туда-сюда, повыше забраться. Это идет генетическая память человека, но есть отклонения. Это остальные 10% людей, они становятся биологами, террариумистами, они держат у себя дома змей в террариумах. Ну, террариум, знаете, да, такой стеклянный бокс, там кормят их мышами, рыбой и различными животными, ну, конечно, это замороженные, соответственно, и где-то покупают их. Ну, то есть ты хочешь сказать, что биологи — это люди с отклонениями, собственно, да? Да, это вот биологи, именно, да, дети, именно вот те, кто занимается рептилиями, а не лошадьми, там, котиками, собаками, например. История террариумистики, вот герпетологии,
она идет испокон веков. Прям реально, когда человек начал держать лошадей, собак, вот уже тогда появилась герпетология, рептилия. В Индии очень развито, Юго-Восточной Азии, они в специальных ямах, в глиняных горшках держат кобр, чтобы потом кобра выходит, они устраивают шоу там с трубкой, змея реагирует на трубку, а человек стоит чуть-чуть подальше. Если она будет бросаться, она бросается на трубку. Но ее специально до этого обкуривают дымом или дают ей хорошенько проголодаться, и змея начинает реагировать. А сытая змея, змея в покое, например, как у меня все змеи сыты, воду, ну, как сыты, напоены все, они не реагируют ни на что, движения просто лежат себе. Ну, я вот, например, хочу завести дома змею. Ну, можно ли это делать, нужно ли и сложно ли? И у меня такой еще сразу вопрос. А вдруг змея уползет через вентиляционную шахту к соседям? Как ее потом поймать? Такие случаи бывают очень часто. В Центральной России у нас такое тоже недавно было. И люди держат в основном змей, ну, довольно-таки небольших, например, с толщину палец. И да, есть различные виды змей. Есть красивые, там, с красным оттенком, с желтым оттенком. И вот случается так, что змея убегает из террариума, где-то там плохо закрыл или покормил, но забыл там защелку там закрыть. И она убегает. И, соответственно, она начинает ползать, искать отверстие, куда бы уйти, и заходит в вентиляцию, идет к соседям. И там начинается ор, там начинают вызывать его, да. И это часто бывает. Но так как у нас зимы очень холодные, змея долго не живет в неволе, в вентиляции, она иногда спускается в подвал или где-то и просто там замерзает, умирает. Ну, так что, если вы хотите держать дома змей, нам нужно хорошо оборудованный фирменный террариум, который закрывается. Нужно его засадить растениями, чтобы было красиво, кусочек природы у вас, лампочка там, и все, можете держать. Это такой же террариум, собственно, как для всех пресмыкающихся, да, как для черепах. ящериц, черепах, похожие, да, потому что мы уже про это рассказывали. Значит, сегодня я пришел не один, я пришел со змеей, она у меня очень большая, 2-метровая, вот такой толщиной. Где-то. Вот эта змея, она живет до 30 лет, бывает. Она не ядовитая. А этой змее сколько лет? 7 лет. Это удав. Это твоя личная змея, да? Да, это моя личная змея. Я ее сам лично вырастил, приручил к рукам. Такая милая. Приручил к рукам. Вот змею же научил, нельзя приручить? научил ее, нет, ну, вот так дрессировать, как собак, кошек, нельзя, Питомство. конечно. Но приручить к рукам, когда ты ее трогаешь, и она не чувствует угрозу, потому что с детства постоянно тискать надо. Змеи бывают двух типов, неядовитые и ядовитые. Неядовитые змеи обычно бывают такие большие, массивные. Ядовитые змеи, они в свою очередь маленькие, такие хлюпкие, и их защита это яд. Они бывают очень яркие. Например, крупная змея, вот как неядовитые, они камуфлируются. Они предпочитают, ну, эволюционно у них оттенок цвета либо похож на растение, вот, либо похож на каменистый как землю, или на грунт, где растет вот это растение. Вот как здесь, видите, да? Она похожа на дерево. Или, например, она очень любит в природе, этот вид змей любит зарываться в земле, где много листьев, ну, опавшие листья, похоже же, да? Да. Опавшие. И она лежит там, ждет добычу. Они, да, любят купаться и прятаться в болотах. Но ядовитые змеи, они красные. Например, вот представляете, да? По зеленой траве, по опавшим листьям ползет ярко-красное что-то. И таким образом она дает сигнал: не ешь меня, не приближайся ко мне, я ядовита. И когда это видят шакалы, в Юго-Восточной Азии, в джунглях очень много шакалов, варанов, различных охотников, которые не прочь полакомиться маленькими зверьками, и они видят, что сигнальный цвет, все, стоп, красный, желтый, надо уходить. Вот. И люди тоже раньше видели что-то яркое, они боялись этого. Ну вот язык он показывает, это явно он не дразнится, как да, любят дети. язык он показывает, потому что он хочет вас всех видеть. У них зрение очень плохо развито. Они видят ваши температурные, вот как там, диапазон. Температурный диапазон. Да, получается, она сейчас сколько весит? 6 или 7 килограмм.
Ну, то есть она максимально до скольки килограмм вырастает? Ну, бывали случаи, когда вот в западных зоопарках до 12 До 12 Но килограмм. это уже очень толстая, как колбаса такая. А я ее держу в форме. Я слишком не кормлю ее, и она у меня такая вот меньше болеет, больше двигается. Ну, такую большую змею держать, мне кажется, нужен большой домик ей. Прям Да. большой такой террариум, Да. достаточно крупная. Да, она живет в террариуме размером с холодильник, который лежит. Ну, то есть лежачий холодильник, представляете, да? И там у нас коряги, камни, все есть. И вот так и живет. Есть ли у тебя, Иван, любимая какая-нибудь книга про змей, может быть, главный герой там змея или что-то с этим связанное? Начнем с того, что когда я был маленький, вашего возраста, у нас не было YouTube, не было интернета, это было совсем другое время. У меня были книги Джералда Даррелла, например, как он путешествовал с отцом по Африке. У него отец был религиозный человек, миссионер, и они ездили по Индии, по Африке, пропагандировали христианство. И он с отцом ездил и наблюдал за всеми животными. Богомолы, ящерицы, змеи. И он очень много писал, как он это делал, наблюдал. Также есть очень хороший писатель, наверное, Чарльз Дарвин, знаете, да, ученый, который выдвинул теорию эволюции. Вот у Чарльза Дарвина очень много книг. Но эти книги более научные. То есть ты рекомендуешь это, Джеральда собственно, Даррелла детей и и Чарльза нашим Дарвина. читателям почитать такую литературу. Мгм. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока.